Отойдите, сказал! Что ты боишься? Сотрудники полиции! Да вы вечером в Одессу ты дома будете орать! Скажи, это неужели у вас... Освободите дорогу! Дорогу, я сказал, освободите! Остановите, вы что за полиция? Люди за 8 лет многое видели, и видели и похищения, и пытки. Чтобы детям рассказать о том, что же произошло в 2014 году и правильно понимать данные события. Переживаем за наших парней, за наших ребят, которые сегодня отстаивают интересы Российской Федерации, освобождают наш братский народ от этой страшнейшей заразы человечества, нацизма в такой жуткой форме, в которой он стал проявляться на соседней с нами Украине. Спустился, спросил, это ваша машина? Он говорит, да, и дал пощечину и ушел. Для нас очень важно, чтобы крымчане не участвовали в данной войне. 16 марта российские силовики пришли к правозащитнику, ветерану крымско-татарского национального движения Абдуришиту Джипарову. В его дом в поселке Сарысу Белогорского района ворвались в 7 утра. В дом не пускали взрослую дочь Джипаровых, которая приехала поддержать родителей. Отошли, сказал! Отойдите, сказал! Что ты боишься? Сотрудники Да полиции! вы вечером в Одессу ты дома будете орать! Скажи, это неужели у вас нет... Идите отсюда! Ну только на женщин даруют смелые. Освободите дорогу! Дорогу, я сказал, освободите! Адвокатов к самому Абдуришита не пропустили. Членов семьи его, прибыла дочь с мужем, не пропустили. Никого не пропускают, никакую информацию не дают. Тем не менее, мы находимся здесь, стараемся узнать какую-либо информацию о происходящем, что хотят вменить ему, на каком основании они пришли. В очередной раз мы видим, что никакие события, никакие происходящие действия не влияют на ту борьбу, которая происходит в Крыму с крымскими татарами, с активистами, с теми людьми, которые не безразличны к чужим проблемам. Эта борьба продолжается и будет продолжаться. От нас же это достойное прохождение данных испытаний, оказание друг другу поддержки и помощи. Действиями российских силовиков руководил начальник отдела Центра по борьбе с экстремизмом Руслан Шамбазов. Он фигурирует во многих политически мотивированных задержаниях, в том числе сопровождавшихся пытками политузников. У людей возле дома не выдерживали нервы. Произошли стычки, российские силовики стреляли в воздух. Давай, 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 давай! Успокойтесь. Остановите, вы что за полиция? Арестовали племянника правозащитника Мухаммеда Али Джипарова и жителя микрорайона Фивзи Якубова. Все, спокойно, спокойно, отошли. Ну как это не папе? Сына забирать, внуку, племяннику забирать. Абдуришит Джипаров известен своей правозащитной деятельностью. Он открыто заявлял о своей позиции все 8 лет оккупации Крыма. В предыдущие годы прокуратура Белогорского района в Крыму не раз пыталась вручать правозащитнику предостережение по так называемой статье о недопустимости нарушения антиэкстремистского законодательства. Белогорский райсуд арестовал Абдуришита Джипарова. Его обвинили по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, которые запрещены федеральными законами».
Арест на 15 суток. Причиной стал видеоролик, выложенный на странице Джипарова в сети Facebook в 2019 году. На записи советский марш сравнивался с нацистским немецким. По его мнению, данный видеоролик разъяснял, а не пропагандировал, и целью не была демонстрация нацистской символики, а разъяснял тем, кто смотрит этот видеоролик, что данная песня, именно данная песня и авторы этой песни, они являются, будем говорить так, пропагандистами вот этой вот националистической нацистской символики. Абдуришит Ага чувствует себя абсолютно уверенно, абсолютно нормально, передает всем тем, кто оказал ему вот такую вот моральную поддержку, поддержку информационную, большую признательность и благодарность. И он очень, на самом деле, очень искренне переживает за тех двоих еще задержанных сегодня. Он понимает, что люди руководствуются эмоциями и очень сильно переживает. Вечером 16 марта прошел суд. Фивзи Якубова арестовали на 10 суток, а Мухаммеда Али Джипарова отпустили. Ему, скорее всего, будут вменять статью о применении насилия, неопасного для жизни, против сотрудников полиции, говорит адвокат Эмиль Курбединов. Нервы нам, конечно, сотрудники полиции потрепали конкретно. Вот это их пресловутое, то, что они не говорят, где находится человек. Трудно позвонить, что ли, родителям сказать, где находится человек, что с ним происходит. Потому что люди за 8 лет многое видели. И видели и похищения, и пытки, и так далее. И у народа нормальная реакция, когда человека увозят, и сотрудники полиции абсолютно не говорят, где он находится, скрывают это. Вот сегодня суд по Якубову Фивзи вообще провели без адвоката. Адвокат 4 часа возле суда прождал. Обманули, да, фактически обманули адвоката. Сказали, мы вас позовем, а фактически провели без адвоката, быстро прогнали и 10 суток дали Фивзи. Пророссийские чиновники организовали в Крыму 16 марта празднование годовщины псевдореферендума. Участвовать в этом привлекали и школьников. В школах Крыма организовали пропагандистский урок о непризнанном в мире референдуме. На данном мероприятии школьникам рассказывают об историческом значении данного события, о тех шагах и последствиях, к которым мы пришли в результате того, что был проведен данный референдум. В школах организуются выставки рисунков, плакатов, проходят всевозможные конкурсы, мероприятия, беседы. В библиотеках проходят мероприятия, направленные на то, чтобы детям рассказать о том, что же произошло в 2014 году и правильно понимать данные события. От подконтрольных России чиновников Крыма снова звучат заявления о братском народе и одновременно обвинения украинцев в нацизме. С одной стороны, сегодня это для нас и праздник, а с другой стороны, мы, конечно, сегодня переживаем за наших парней, за наших ребят, которые сегодня отстаивают интересы Российской Федерации, освобождают наш братский народ от этой страшнейшей заразы человечества, нацизма в такой жуткой форме, в которой он стал проявляться на соседней с нами Украине. В Ялте ночью перед годовщиной псевдореферендума забросали красной краской пропагандистский баннер с Путиным. Баннер расположен прямо на въезде в город. По состоянию на утро 16 марта убрать краску или снять баннер еще не успели. 9 марта красной краской облили баннер с Путиным в Феодосии. Новая стычка из-за российской пропагандистской символики произошла в Севастополе. Молодые люди увидели в своем районе автомобиль с буквой Z. Один из них зашел в магазин выяснить, чья машина, и дал пощечину ее хозяину. Российские полицейские устроили целую силовую операцию по захвату молодого человека. А крымские пропагандистские телеграм-каналы пощечину уже описывали как избиение и травму ноги. Пенсионер у них оказался пенсионером ФСБ. На сайте МВД России в Крыму такой информации нет. Вот отрывок из записей при задержании молодого человека, распространенный российскими полицейскими. Спустился, спросил, это ваша машина? Он говорит, да, я дал пощечину и ушел. А зачем у вас такая агрессия? Да не какая-то не агрессия, просто посмотрел, что мой друг там сидит сейчас в яме, и мне как-то обидно стало, что я думаю, может, это виноваты за это. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье хулиганства. В Симферополе оштрафованы еще 2 человека по статье за так называемую дискредитацию российской армии. Об этом сообщает подконтрольной России Киевский райсуд Симферополя. Данные людей не сообщаются, суммы штрафов по 50 тысяч рублей. Источники Крымреалии сообщают, что Россия готовит еще одну волну военных. На полуострове ходят по предприятиям, пытаются мобилизовать уволенных в запас.
О мобилизации в Крыму 12 марта сообщал и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он заявил, цитируем: «Сейчас наблюдается подвоз новых подразделений. Абсолютно со всей России проводится то, что называется скрытая мобилизация. Мобилизируется все население, к сожалению, наших временно оккупированных территорий Донецкой и Луганских областей и аннексированной Республики Крым». Член Меджлиса крымско-татарского народа, глава Крымско-татарского ресурсного центра Эскендер Бариев сообщает со ссылкой на свои проверенные источники, что в первую очередь в Крыму призывают тех, кто подписал контракты. Российская Федерация активно ведет работу по вербовке вооруженной силы в Крыму и даже подняли стоимость контракта 200 тысяч рублей в месяц. То есть мы видим, если раньше стоимость контракта стоила зарплата 25 тысяч в месяц, то сегодня они подняли до 200. Мы видим, как активно Российская Федерация пытается привлечь на свою сторону людей, предлагая достаточно высокие или большие, вернее, суммы денег. Поэтому с нашей стороны мы ведем, опять же, работу, чтобы люди понимали, что дело не в деньгах должно быть, что жизнь важнее, жизнь и самих молодых людей, и жизнь тех людей на материковой части Украины, против которых агрессор использует тяжелую технику, использует бомбы, использует оружие. И поэтому для нас очень важно, чтобы крымчане не участвовали в данной войне. 15 марта полк Азов сообщил, что взял в плен в Мариуполе российского военного, который представился как сержант, старший оператор взвода противотанкового 810-го батальона морской пехоты России, который базируется в Крыму. Мужчина рассказал, что многие морские пехотинцы в оккупированном Крыму не хотят участвовать в войне против Украины. Такую же информацию 2 марта сообщал Центр оборонных стратегий Украины. Я не хотел ехать сюда. Нас заставили. Сказали, отказников посадят около 10 лет в тюрьму. Нежелающих ехать очень много. Некоторые даже отказались. Я не знаю, какая их дальнейшая судьба. С тобой вместе, вот сколько вас приехало вообще? Ну, примерно человек 700-800. Примерно половину уничтожили. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в стране уже работает следственная группа Международного уголовного суда в Гааге, собирает доказательства, факты военных преступлений.